أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Я прибегаю к защите Аллаха от изгнанного и проклятого шайтана. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Благословение и приветствие посланнику Аллаха Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и всем единоверцам. Аллах в Священном Коране говорит: «Если вы захотите сосчитать блага Аллаха, которыми Он наделил вас, то не сможете. Аллах Великий говорит правду». Таким образом, Всевышний наделил нас многочисленными благами. В другом аяте Всевышний говорит нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «И возвещай о милости своего Господа. Аллах Великий говорит правду». Ученые алимы говорят, что вспоминание благ Аллаха увеличивает любовь человека к своему Творцу. Как мы уже говорили, Аллах наделил нас многочисленными благами. И во главе всех этих благ стоит наша вера в единство Аллаха и в правдивость его посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которые даровал нам Всевышний. Ни один человек не уверовал в единство Аллаха без его позволения и блага. Об этом определенно говорится в Коране. Ни одна душа не может уверовать без соизволения Аллаха. Также одним из наибольших благ для нас, дарованных Всевышним, является Священный Коран. Коран – это речь Аллаха, это милость, которая ниспосылалась Всевышним сначала нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, а затем Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, передавал его по воле Аллаха своей умме. Коран – это книга Аллаха. И какая же это книга? Это такая книга, если мы будем повиноваться ей, то мы будем успешны и счастливы в этом мире, так и в вечном. Однако, если мы будем ослушаться его, то будем несчастны как в этом, так и в вечном мире. Да убережет нас Аллах от этого несчастья. Коран – это не просто небесное писание и ряд законов шариата. Это священные слова Всевышнего, чтение которых является отдельным великим поклонением. За чтение Корана Аллах обещает множество наград, часть которых человек получает в этом мире, часть в мире будущем. В своей священной книге Аллах говорит: «Этот Коран поистине ведет к тому, что праведней всего и справедливей. Аллах Великий говорит правду». Это значит, как уже говорилось ранее, если ты привязан к Корану, повинуясь ему, то почтение, довольство и все блага Аллаха будут с тобой. И во главе всего этого будет довольство Аллаха. А довольство Аллаха – это то, чего старается достичь каждый мусульманин. В Коране нет ни одной буквы и ни одного аята, чтобы какая-нибудь община не действовала согласно им. Коран ниспослан не для того, чтобы его просто читать, изучать и держать на руках. Ближе к концу света Коран будут читать по-всякому, однако не будут поступать согласно его содержанию. Это одно из знамений судного дня. Не надо брать в руки Коран лишь для того, чтобы изучать его и обучать других. С Кораном нужно действовать и повернуть к нему свое сердце. Коран. Какое это святое и досточтимое благо. Ответ на это приводится в очередном аяте Корана. Аллах говорит в Коране: «Если бы мы не спаслали этот Коран на гору, ты бы увидел, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом». Это значит, что Коран – это речь Аллаха, это книга Аллаха, это книга справедливости. Аллах не спаслал его нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, указывая справедливое и праведное. И если б его не спаслали на гору, то она не выдержала бы и начала бы раскалываться от страха перед Аллахом. Этот аят явно указывает на величие и святость священного Корана. Когда у матери правоверных Аиши, да пребудет с нею довольство Аллаха, спросили о нравственности нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она ответила: нравственностью посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был Коран. Люди, которые читают Коран, изучают его, повинуются ему, становятся почтенными перед Аллахом, а те, кто пренебрегают им, находятся в проигрышном положении. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
Поистине, Аллах возвышает посредством этой книги одних людей и унижает других. Это значит, что люди, которые привязаны к Корану, возвышаются перед Аллахом, находятся в Его милости и защите. И если ты следуешь заветам Корана, то ты на правильном и почтенном пути. Аллах возвысит тебя. Однако, если ты пренебрегаешь им, покорствуя своим желаниям, то тебя постигнет презрение в этом мире и в вечном. Да убережет нас Аллах от этого. Вдобавок к этому, Коран – это такая книга, если ты занят его изучением, то ты на пути довольства Всевышнего. А если обучаешь ему других, то ты находишься в возвышенном и почтенном положении перед Аллахом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучший из вас тот, кто обучается Корану и обучает ему других». Таким образом, изучение Корана и обучение ему других – это богоугодные дела, за которые Аллах дарует человеку награду и почитание. Уважаемые мусульмане, Коран – это такая книга, которая приносит тебе почитание не только в этом мире. Большое воздаяние уготовано в ахирате тому, кто изучал Коран и следовал ему в этом мире. И если ты один из тех, кто изучает и читает его, следует ему, обучает других ради Аллаха, то в судный день, когда люди будут находиться там в тяжелом положении, священный Коран будет ходатайствовать за тебя. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте Коран. Поистине, этот Коран в судный день придет к тому, кто его читал, и будет просить позволения у Всевышнего ходатайствовать за него. И скажет Коран: «О Всевышний Аллах, этот человек тратил свои дни и ночи, трудился, читая меня. О Аллах, не причисляй его к обездоленным, смилуйся над ним». Такими мольбами Коран будет ходатайствовать за него. Такое воздаяние получит тот, кто изучал Коран, обучал ему других, а также и тот, кто помогал тем, кто занимается обучением Корана, то есть, кто помогал учителям. Это очень ценное и большое дело. Если один человек благодаря тебе научится читать Коран, или один учитель благодаря тебе обучит Корану, ты получишь такое же воздаяние, как и они. Коран – это большое благо, которое делает почтенным того, кто занимается им, и унижает того, кто пренебрегает им. Это такой порядок, установленный Всевышним. Примечательно, что Коран будет не только заступаться, но и жаловаться на людей, которые отвергли его наставления и повернулись спиной к истине. Коран будет заступаться, и его заступничество будет принято. Оно также будет жаловаться, и его жалоба будет принята. Того, кто взял его в качестве путеводителя, он приведет в рай, а того, кто бросил его за спину, он приволочет в ад. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Уровень твоей возвышенности в раю будет таким, сколько аятов и сур ты будешь знать наизусть». То есть в ахирате тебе скажут: читай Коран таким образом, как ты его читал в мире прошлом. И подобно тому, где ты завершишь свое чтение, будет уровень твоей возвышенности в раю. Это значит, по мере того, сколько ты знаешь Коран наизусть, сколько ты читал его и трудился над ним, твое положение в раю будет возвышаться соответственно этому, каждым аятом, каждой сурой. Все это указывает на то, какое же почтенное место занимает Коран перед Аллахом, каково его величие и какова его ценность. Так как по мере твоих знаний по Корану ты возвышаешься перед Всевышним, а также поднимается уровень твоего места в раю. Кроме этого, дорогие мусульмане, Коран – это такая книга, что Всевышний не спосылает свои многочисленные блага и воздаяния читающему его настолько, насколько он проводит время над ним. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто прочитал одну букву из Корана, тому засчитывается доброе дело, а за доброе дело воздастся по меньшей мере в 10-кратном размере». Я не говорю, что алиф, лам, мим – это одна буква, напротив, алиф – буква, лам – буква и мим – буква. То есть, если ты произнесешь алиф, лам, мим, то становишься тем, кто прочитал 3 буквы из Корана.
И за это тебе записывается по меньшей мере 30-кратное вознаграждение. Поистине, то, что связано с Кораном, не ограничивается этим воздаянием. По мере искренности твоего намерения, соблюдения правил таджвида, осмысленности чтения, это воздаяние Всевышнему увеличивается до 700 и более раз. Вот какая книга Коран. В жизни, когда тебя постигает что-то плохое или хорошее, ведь мы должны пройти свой срок на этой земле, а дунья – это место бед и печалей, ты обязан обратиться к Корану с вопросом: что же мне советует Коран в данной ситуации? И следуя Корану, а также ученым-алимам, изложившим свои труды по тому или иному вопросу в комментариях к Корану, без всякого сомнения ты найдешь для себя справедливое решение и успокоение для сердца. И если будешь следовать этому справедливому решению, Всевышний одарит тебя благом в этом мире и в вечном. Да поможет Аллах нам добиться высот в познании Корана, в любви к нему и в его обучении. Сегодня в нашей республике по воле и милости Аллаха есть огромная возможность, чтобы изучать Коран, трудиться над ним и обучать ему других. В прошлом, как рассказывают старшие, были времена, когда не было такой возможности. И те, кто желал его изучения, делали это в тайне, так как это было под запретом. Поистине, сегодня у нас есть возможность трудиться над изучением Корана и всех его кираатов, не выходя из республики. Для этого созданы все условия. В республике есть лучшие преподаватели, как местные, так и приезжие, которые успели зарекомендовать себя с лучшей стороны в этой профессии во всем мире. И мы обязаны всеми частями тела быть признательными Всевышнему за это огромное благо, дарованное нам. А самая большая признательность – это изучение священного Корана, соответствие ему, а также перестать тратить драгоценное время, дарованное нам, впустую. Пусть Всевышний Аллах не лишит нас всех благ Корана в этом мире и в вечном. Хвала Аллаху, Господу миров. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.